Мир вам и вашему дому! Добро пожаловать на наш канал. Здесь мы рассказываем интересные события исламского мира, а также делимся интересными фактами и полезной информацией. Так что если вам интересно, обязательно не забудьте подписаться. В Саудовской Аравии во время международной книжной ярмарки в Эр-Рияде произошел резонансный инцидент. В этом году Малайзия участвовала в этой книжной ярмарке и имела собственный павильон на мероприятии. В один из дней выставки должен был выступать малайзийский танцевальный ансамбль, приглашенный Саудовским министерством культуры и информации. Когда 12 учеников малайзийской школы искусства начали исполнять традиционный танец, шоу прервал храбрый саудовец, который побросал на пол микрофоны и музыкальные инструменты, естественно протестуя против танцевально-музыкального мероприятия, так как в исламе это запрещено. На видеоролике видно, как участники шоу невозмутимо ждут окончания протестов саудовца и ставят обратно микрофоны и музыкальные инструменты, чтобы продолжить свое выступление. Но, несмотря на все попытки, саудовцу не удалось прекратить выступление. Более того, сами участники этого выступления утверждали, что это дало им дополнительную мотивацию, чтобы продолжить выступление. И на фоне этого инцидента хотелось бы напомнить всем вам о вреде музыки и о том, что в исламе музыка запрещена. Как я уже говорил, люди не понимают. Когда ты заводишь себя этими вещами, ты открываешь другому миру доступ к себе. Люди не понимают. Музыканты играются со спиритическими сеансами. Люди не знают, что они делают за кулисами. Именно поэтому эти женщины и эти люди кричат в толпе для них. Многие люди используют помощь джиннов, чтобы они участвовали в их исполнениях. Люди не осознают этих вещей. Это целая другая реальность. Особенно многие мусульмане невежественны к этому факту. Они не понимают. Это целая стихия. Это не что-то дружественное или типа того. Нет. Вы приглашаете эти сущности в свой дом на более глубоком уровне. Некоторые ученые отзывались о музыке как о Коране шайтана, дьявольском Коране. Он проникает в сердца и овладевает сердцами. Когда это овладевает сердцем, не остается места для Корана Аллаха. Такова действительность. Оно выдавливает его вон. Когда я был не мусульманином, я играл на разных инструментах. Я могу вам сказать, что я буквально чувствовал себя одержимым. Я делал вещи, которые не мог делать. Я играл то, что не в состоянии был играть. В обычном состоянии. Музыка очень-очень опасна. И масса людей не знает, что они делают, слушая музыку. И если вы не верите в это, просто посмотрите документальные съемки того, что было названо битломания на Западе. Как люди сходили с ума от нового звучания музыки, которая набирала популярность и пиарилась по телевидению. И рок-н-ролл оказал мощное влияние на людей. И по мере того, как он становился мрачнее и мрачнее, вы погружались в тяжелый металл и во все эти другие виды музыки. На этих концертах были все более и более серьезные проблемы, когда люди буквально сходили с ума. Очевидно, что в том числе это из-за наркотиков. Но есть и другая причина. Мы находим множество хадисов о запрете музыки. И наркотики упоминаются в одном ряду с музыкой в этом же хадисе. Столько испорченности в этой индустрии музыки, столько вещей происходит за кулисами. Просто диких вещей. Если бы это придали широкой огласке. И вот почему Ибн Аль-Каим Аль-Джаузия, один из ученых прошлого, он сказал: музыка — это Коран дьявола. И вот почему вы видите, большинство людей из музыкальной индустрии, по сути, совершают худшие грехи и становятся одними из худших людей, ходивших по земле. Поначалу человек бывает воспитанный, но как только попадает в музыкальную индустрию, я лично был свидетелем этого. Неожиданно для самого себя человек превращается в другую личность. Люди вроде Джима Хендрикса. Он был не в состоянии играть, не будучи под кайфом. И мы знаем, даже с точки зрения ученых, когда ученые упоминают людей под кайфом или вроде того, чему ты открываешь себя? Джинном. Каждому музыканту высшего пилотажа стоит подумать об этом. Многие из них употребляли алкоголь и наркотики, чтобы прийти к такому уровню. Ты не можешь избежать этого. Если ты не хочешь быть втянут в алкоголь и наркотики,
или слушать кого-то, кто уже сидит на этом, тогда собери все свои диски и все прочее и выбрось это прочь. Потому что эти люди, которых ты слушаешь, они сидят на этом, множество из них, вмазываются алкоголем. А как было сказано, ислам четко, ясно, прозрачно выражает свою позицию относительно таких вещей. Так в каком состоянии человек, его душа, когда он поет эти песни? Вы можете начать чувствовать то, что чувствует этот человек, и вы понимаете, это серьезно. Да, я знаю некоторых людей лично, я не буду упоминать их имен, и пусть Аллах приведет их в ислам. Это очень-очень известная рэп-группа, чьих записей было продано 30-40 миллионов по всему миру. Они втянулись в это, они разговаривали с дьяволами, с джиннами и поклонялись шайтану. И они рассказывали мне истории, как им помогали шайтаны, как им помогали джинны, помогали дьяволы. То есть это все в музыкальной индустрии. Например, есть стихи, где Snoop Dogg, пусть Аллах приведет его в ислам, у него есть песня, где он по сути разговаривает с дьяволом, и в середине этой песни он говорит, что он продал душу дьяволу. То есть мы видим развращенность в музыкальной индустрии. Это сильно отличается от любого другого вида развлечений. Возможно, некоторые из вас знают, я был главным гитаристом в рок-группе. Этого нет в моей биографии. Но это было. Когда я жил здесь, в Малайзии, я был соло-гитаристом. Альхамдулиллах, я принял ислам. Мой басист принял ислам, и ударник принял ислам впоследствии. Альхамдулиллах. Никто из нас не играл музыку после этого. Но суть в том, что очарование и сила музыки, я знаю это. И это стало столь очевидным для меня, когда после принятия ислама я все еще играл в ночных клубах. Я принял ислам, и потом я отрезал для себя путь к этой культуре и к другим членам группы, в которой я играл. То есть я не участвовал с ними во всех этих делах, когда они травились и принимали всякое. И в ночных клубах я был единственный трезвенник там. Я играю, люди танцуют. И знаете, я просто посмотрел на все это, и я увидел, что все это дьявольщина. Когда Аллах говорит о том, как шайтан подстрекает людей, это в точности то, что происходит. Я видел это. Ясно? Ясно. Это власть музыки, овладевающая людьми. Когда в конце концов люди начинают любить это больше, чем они любят Коран. Это... Если вы посмотрите на музыку, я знаю, есть некоторые современные ученые, которые сказали нет, в этом нет ничего такого и так далее. Но даже эти, я хочу прояснить кое-что. Правда в том, что даже если мы посмотрим на некоторых ученых, которые сказали, музыка это нечто разрешенное, они говорят не о сегодняшних ударных. Сегодня бит совершенно другой. Нет ни одного ученого на земле, мусульманского ученого, разрешившего слушать Бейонс, Мадонну, Майкла Джексона. Это совершенно за рамками, потому что, во-первых, это грязно, это грязь, слова ужасные. Они побуждают вас двигать телом и трясти своими органами, как они говорят. Да простит нас Аллах, это есть. Ты двигаешь своим телом, ты сексуально возбужден. Это доводит тебя до пика, когда грязь этой музыкальной индустрии до такой степени, что даже христиане и евреи также сказали, что это запрещено. Не только мусульмане. Я думаю, в наши дни музыка — это простейший путь потерять чувство нравственности. Музыка — это аудиопорнография сегодня. Вот что это. Она откровенная, бесстыдная, вульгарная. Она испаряет ваше чувство человечности, заставляет смотреть на женщину, как на вещь. Или хуже, чем на вещь, как на животное. Эти люди говорят о женщине, как будто говорят о мире животных. Это овеществление женщины, и особенно, я подчеркиваю,
Множество братьев-мусульман, которых я знаю, выступают на хип-хоп сцене, и они своего рода делают хифз, заучивают песни. Так, они заучивают песню и идеально исполняют ее с таджвидом. То есть они делают это. И это просто ужасный язык, отвратительный, ужасающий язык. То есть это грязная индустрия. Спросите тех, кто в этом, это грязь. Когда вы слышите о музыке, слышите, как привлечь противоположный пол. Там про любовь, эмоции и все такое. И дома вы недовольны. Когда вы идете на работу, вы видите тех, с кем работаете, и вы погружены в мысли и так далее. Это происходит, люди изменяют свое сознание. В то время как у нас есть мелодия Корана, мелодия откровения, которую Аллах Субханаху ва Тааля дал нам. Нечто великое и величественное, и мы не должны менять это ни на что. Если человек находит прослушивание Корана раздражающим, после прослушивания хип-хопа и того и другого долгое время, как только кто-то включает Коран в машине, знаете, что он говорит? «Ой, братан, выруби, я просто хочу поговорить». Он сразу становится немного раздраженным, когда слышит Коран. И это означает, что шайтан взял верх и постоянно нашептывает свои наущения человеку. Потому что дьяволы больше всего ненавидят? Они ненавидят Коран. Они ненавидят слово Аллаха, это причиняет им боль. И знаете, что они делают? Из-за того, что человек позволил им проникнуть в свое сердце, они сдавливают его сердце, когда он слышит Коран, и он говорит: «А, я не хочу слушать этого». Для этого человека это как вырывание зуба. Когда ты пытаешься сделать человеку напоминание словом Аллаха, его это раздражает, его лихорадит, как от аллергии. Почему? Потому что он пустил шайтана внутрь. Чтобы его изгнать, во-первых, нужно прекратить поставлять ему топливо. Музыка — это топливо.